Здравствуйте, вы смотрите вечерние новости в прямом эфире. В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Поставлен ряд задач. Айсен Николаев провел заседание Республиканского оперативного штаба. Какие меры будут усилены? Третий якутянин в Госдуме. В Федеральное собрание попал депутат от ЛДПР Гаврил Парахин. Наше наследие башни Манчары. По таким названиям запущен телемарафон для сбора средств на реставрацию объекта. Айсен Николаев провел заседание Республиканского оперштаба. В связи с усложнением санитарно-эпидемиологической ситуации по региону глава Якутии поставил ряд первоочередных задач перед главами муниципалитетов, городских округов и оперштабами в районах и городах. Таким образом, обязательное соблюдение всех ограничительных мер. Далее усиление санэпидконтроля со стороны административных комиссий совместно с правоохранительными органами. Активное проведение вакцинации с широким охватом пожилых и маломобильных граждан. Контроль за прибывающими из-за пределов республики, особенно из зарубежных стран. Глава Якутии также подчеркнул, что мероприятия по празднованию 27 апреля и 1 мая пройдут преимущественно в дистанционном формате. Также поручено отработать вопрос по празднованию Пасхи. За последние 4 дня в республике наблюдается устойчивый рост заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки выявили 49 новых случаев. В столице из этого числа 33. В Алданском районе трое, в Аллайховском, Мегинокангаласском по 2 случая. Еще в 9 районах выявили по 1 заражению. В настоящее время активно лечится 647 человек, из них 72 ребенка. Из числа заболевших наибольшее количество зарегистрировано в возрастном сегменте от 18 до 25 лет и среди граждан старше 60. 33 новых случая, выявленных в республике, в столице республики, они связаны в основном с семейными очагами, семейными групповыми заражениями и в большей своей степени связаны, конечно же, с нашими ослаблениями, в том числе человеческого характера, со снятием вопросов, связанных с уменьшением настороженности граждан перед новой коронавирусной инфекцией. И, конечно же, нас не может не беспокоить и территориальное увеличение количества районов, в которых выявляются новые случаи коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что граждане также должны заботиться о собственном здоровье и, соответственно, понимать, что вирус не отступил. И вот сегодня, так же, как и по всей стране, и по всему миру, идет увеличение количества случаев и в нашей республике. В Хангаласском районе проверили готовность системы экстренного оповещения населения к паводковому сезону. Для этого УЛУС специально посетил министр инноваций Анатолий Семенов. Задача системы оповещения – максимально оперативная передача информации о произошедшей или возможной ЧС и последовательности дальнейших действий населения. Практически из 30 систем 29 находятся в рабочем состоянии, один мы уже устраняем буквально на днях. Ну и также у нас есть пилотный проект вдоль берега, во всех населенных пунктах построена система видеонаблюдения в прошлом году. И вот тоже в этом году мы будем ее расширять, систему для того, чтобы следить за паводковой ситуацией. Ну и вот сегодня проговорили с главами лесников, чтобы тоже эту сеть уже развивать для системы «Безопасный город». Партию ЛДПР от 14-й региональной группы в Госдуме 7-го созыва будет представлять якутянин Гаврил Парахин. Мандат ему передан в связи с назначением членом ЦИК России избранного по федеральному списку депутата от ЛДПР Александра Кюрдюмова. Согласно избирательному закону, вакантный мандат по решению Высшего совета партии передан для замещения кандидату номер 2. Гаврил Парахин досрочно сложил полномочия народного депутата Госсобрания ЛТУМЭН. Теперь он будет представлять в федеральном парламенте интересы избирателей Республики Саха-Якутия и соседних дальневосточных регионов. Значимое событие для Республики Саха-Якутия, для Дальневосточного федерального округа в целом. И сделали сегодня очень серьезный шаг в развитии Дальневосточного региона и, конечно же, самой большой территории, самой многонациональной территории Российской Федерации – это Якутия. Депутат от ЛДПР будет представлять многонациональную республику. Это очень серьезное достижение.
С 26 апреля по 30 мая по всей стране пройдет рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Участвуют в конкурсе регионы страны. Из Якутии в список попали 13 райцентров и городов, которые представят по 2 проекта, из которых якутяне должны выбрать одно наиболее понравившееся пространство. В онлайн-голосовании могут принять участие все жители республики старше 14. Голосование пройдет на портале госуслуги на сайте 14.городсреда. Якутск представит 2 общественных пространства, которые планируется благоустроить. Это Сайсарское озеро и прилегающая к ней набережная со сквером Матери, а также Парк Победы по автостраде 50 лет октября. Запланировано, стандартный набор, конечно, там детские площадки должны быть, тихая зона, зона фудкорт, где будут питаться, да, зона, гриль-зона, да, вот особенность этого парка, да, ну и как парк он должен быть засажен деревьями. Там планируется вот по центральной части закупить деревья в ботаническом саду, допустим, да, вот культурные деревья будут посажены. И памятник вот Кульбертинову тоже был установлен. По концепции парка вот предусмотрена установка вот таких памятников, которые раскрывают зонирование вот территории, да. Солдаты должны быть обозначены там солдаты, которые, вот в таких интересных формах там вот расположены. Горный район посетила образовательная экспедиция. Кто в составе и какие задачи? Материал нашего корреспондента. Основная цель образовательной экспедиции – это целевая поддержка, построение успешной индивидуальной траектории образования и саморазвитие одаренного, талантливого ребенка в соответствии с выявленными способностями и интересами. Кроме этого, наш региональный центр будет работать еще в направлении креативных индустрий, то есть в том направлении, которое связано с творческой деятельностью и, можно сказать, с такой монетизацией этой творческой деятельности. Конечно же, те семена, которые мы сейчас закладываем, дадут свои всходы, и мы увидим эти плоды своими глазами, я надеюсь, еще при нашей жизни. Программа была обширной. Конкурсные мероприятия, тестирование музыкальных, художественных и физических качеств детей. Для этого были предоставлены площадки Бердигостяцкой детской музыкальной школы, выставочного зала Центра духовности имени Данилова и многофункционального спортивного центра. Меня зовут София Купрянова, и я очень волнуюсь, и я хочу показать вам свою гибкость. И здесь я пришла с мамой от Магараза. В этот день специалисты по всем направлениям оценили способности более 300 детей с охватом всех 9 наследов горного района. Да, на самом-то деле у нас есть план, по которому мы должны охватить в этом году 14 районов улусов, а в следующем году почти все. На самом-то деле мы должны это все повторять, чтобы сложилась система, которая постоянно работает. Горный Улус гордится своими земляками, выдающимися деятелями культуры, искусства, такими как братья Даниловы, Афанасий Николаевич Осипов, Августина Николаевна Филиппова. Конечно же, земля наша богата своими традициями, и мы надеемся, что нынешнее поколение ничем не уступает нашим именитым землякам. Надо отметить, деятельность регионального центра дает детям вдохновляющую среду для развития юных талантов в области науки, искусства и спорта. А это будущее формирование сообщества будущих лидеров республики и страны. Михаил Мордовской, Горный район. Вот уже на протяжении 20 лет житель Амгинского района Аруджали Гардашов занимается крестьянским хозяйством в селе Чепчелган. Сейчас у него более 400 голов рогатого скота, 100 из которых дойные коровы. Рассказывает Лия Яковлева. В родном селе Аруджали Гардашова Куюрдабас Массалинского района Азербайджанской республики жители испокон веков занимаются сельским хозяйством. По их стопам фермер еще в 2000-х годах начал вести свое хозяйство в Амге. Сначала Аруджали занимался разведением свиней, после перешел на крупный рогатый скот. В сравнении с этим свиноводством, конечно, они выгодны. И молоко, и мясо одни тоже. Поэтому
крупный рогатный скота сейчас это выгодно, поэтому перешел полностью. Сейчас хозяйство большое, увеличилось. Дойных уже, в общем, количество около 400. Сейчас, если вот нынешний отвел пойдет, уже больше 400 голов будет. Сейчас у Аруджали самое крупное хозяйство среди крестьянско-фермерских хозяйств района. У фермера 400 голов, из которых 106 дойных коров. В прошлом году фермер выиграл грант «Семейный фермер», по которому начал строительство еще одного коровника на 120 голов. 2 хатона у нас здесь во дворе полностью. Вот. И еще один хатон мы арендуем. 100 голов вот, прошлогодний, позапрошлогодний теляти в другом хатоне, вот поселке там стоит. Нынче, конечно, мы в прошлом году грант взяли, сваи поставили, основной вот фундамент. Основной материал тоже купили, нынче вот сейчас скоро начнем. Огромную поддержку ведения хозяйства ему оказывают его близкие и дети. Сыновья по семейной традиции также занимаются сельским хозяйством. У нас сын один, он занимается сырный цех, открыл, оборудование купил. А второй сын, он тоже ИП, у него тоже 65 голов. Тоже работает, помогает. Со временем я надеюсь, что передам ему все это хозяйство тоже. Планов у фермера для развития фермерского хозяйства много, и каждый раз он с оптимизмом смотрит на завтрашний день. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Амга. Около 2 миллионов рублей требуется на реставрацию башни Манчары 19 века постройки в селе Май Мегино-Кангаласского района. Так, Департаментом Республики по охране объектов культурного наследия был запущен телемарафон под названием «Наше наследие. Башня Манчары» для сбора денег. Участие в проекте уже принял председатель правительства Республики Андрей Тарасенко. Пожертвовать любую сумму может каждый. Сейчас башня находится на территории Краеведческого музея и в будущем может стать полноценной площадкой для экспозиций. По республике, в общем-то, у нас объектов культурного наследия это более 2000, да, это вместе с археологическими памятниками. А так памятников деревянного зодчества, скажем, да, у нас в основном это деревянное зодчество, каменных не так много, где-то порядка, наверное, 800 у нас имеется. Скажем, вот именно вот такого башни оборонного значения, да, их сохранилось очень мало. Таковы новости к этому часу. О главных событиях уходящего дня будем говорить в программе «Итоги дня» на телеканале Якутия-24. Смотрите нас и будьте всегда в курсе.